Что же все-таки может объединять летящего из вертолета коммуниста в Чили, британского бедняка, потерявшего работу, и сегодняшнего кыргызского рабочего, просто пытающегося заработать на жизнь? На первый взгляд, эти события совершенно не связанные друг с другом. В действительности же имеют больше общего. И сегодня мы постараемся раскрыть, что же именно скрепляет столь разные события воедино и как они связаны с Кыргызстаном. Итак, мы начинаем. Власть есть путь к социализму, найденный массами трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Это типичная новостная лента, описывающая нынешнюю ситуацию и вызывающая один вопрос. Что же, черт побери, происходит в Кыргызстане? Прокуратура наделяется новыми полномочиями, поднимаются цены на свет, доллар резко вырос. Управлять бюджетом страны отдали на аутсорс французской компании, правительство объявляет новый раунд приватизации, но при этом одновременно проводит квазинационализацию Кумтора, Атамбаев продолжает хранить молчание, а Бабанова чуть ли не посадили. Такой поток новостей попросту сводит с ума и наводит на мысль о том, что никаких закономерностей здесь нет, и это просто полнейший хаос. Но на самом деле у всех этих событий есть кое-что общее. Для того, чтобы сэкономить ваше время, я подготовил два объяснения. Одно короткое, другое длинное. Начнем же с короткого. Многие люди уверены, что в Кыргызстане будто бы нет никакой идеологии, однако это большое преувеличение. Идеология у нас как раз таки есть, и не меняется она по меньшей мере 30 лет, с момента обретения страной независимости. Все, что происходит в Кыргызстане, это неолиберализм. На этом все. Это было короткое объяснение. Ну теперь перейдем к длинному объяснению, что же такое неолиберализм. Неолиберализм — это не просто красивое слово, это система приоритетов власти. Ценности неолиберализма не служат обществу. Они работают на интересы крупных капиталистов и рантье, на обогащение, удержание власти, передачу всего накопленного наследникам и на сращивание крупных капиталистов с правительством. Естественно, что мы с вами в этот праздник жизни просто не вписываемся. У вас может закрасться крамольная мысль, что эта ситуация ненормальная, это какое-то неправильное госуправление. Приоритет нормального государства – это благополучие людей. Но на самом деле нет, все работает по логике капитализма. Для того, чтобы разобраться, что такое неолиберализм, начнем с небольшого исторического экскурса. Тож присядьте, навчу вас за одну мини-лекцію. Но откуда же взялся неолиберализм и в чем его сила? Деньги. Первой страной неолиберальных реформ была Чили. После государственного переворота 11 сентября 1973 года в этой стране были впервые реализованы неолиберальные реформы. Они включали в себя отмену национализации, проведенную ранее президентом Альенде, приватизацию государственных активов, открытие природных ресурсов, включая, кстати, лесные и рыбные, для частно нерегулируемой добычи и разработки, часто, кстати, с применением силы по отношению к местному населению, приватизация системы социального страхования и утверждение свободной торговли. Государство же, в свою очередь, выступало гарантом свободного вывоза капитала и прибылей. Все эти реформы привели к кратковременному оживлению чилийской экономики, повышению темпов роста, накоплению капитала, росту рентабельных и иностранных инвестиций. Реформы получили название «Чилийское экономическое чудо». Казалось бы, успех. Теория работает. Но затем что-то пошло не так. Экономическое чудо было чудом лишь для верхних эшелонов власти, зарубежных бизнесменов и небольшой кучки национальной буржуазии. А вот для простого населения, рабочих и мелких собственников, были заготовлены другие чудеса. Повышение безработицы, которая поднялась с 4% до 22%, уменьшение заработных плат, повышение цен на продукты питания, звучит знакомо, не правда ли? Тем не менее, роста ВВП на 6% в год хватило для того, чтобы прозвать это экономическим чудом. Несмотря на то, что 45% населения теперь жили за чертой нищеты. Но даже такое чудо для крупных бизнесменов оказалось очень недолговечным. В 1982 году, во время глобального долгового кризиса, разразившегося в Латинской Америке, ВВП страны упал на 14%, уровень безработицы взлетел до 25%, годовая инфляция составила 40%, а реальные доходы населения упали более чем в 2 раза.
Вообще рыцари неолиберализма не признаются в том, что в основе их взглядов лежат наработки нацистов из Южной Америки и чикагских мальчиков, которым совсем не нравилась демократия, но если вы напомните им об этом, то спора, скорее всего, они попытаются избежать. Благодаря чилийскому эксперименту, который показал несостоятельность неолиберальных реформ, в других странах стала применяться менее идеологизированная версия неолиберализма. Именно эта опробованная система стала применяться в Великобритании и США. Неолиберальные эксперименты происходили не только в странах периферии, так называемых странах третьего мира. Яркий пример неолиберальной политики продемонстрировала знаменитая глава правительства Великобритании, железная леди Маргарет Тэтчер. В 80-х годах в Англии по ее руководству проходит волна приватизации. Были распроданы и переданы в частные руки компании British Aerospace, British Telecom, British Airways, производство стали, электричества и газа, нефть, уголь, вода, автобусные перевозки, железные дороги и более мелкие государственные предприятия. Итогом приватизации послужило уничтожение британской промышленности, приходом на рынок иностранных компаний. Благодаря реформам в Великобритании число бездомных удвоилось, количество детей, живущих только за счет социального пособия, увеличилось от 7% в 1979 году до 26% в 1994 году. Число британцев, живущих в бедности, возросло с 5 миллионов до 13 миллионов 700 тысяч человек. 10% самых бедных потеряли 13% своей покупательной способности, в то время как 10% самых богатых увеличили свое состояние на 65%. И в течение 5 последних лет число миллионеров стало в 2 раза больше. По данным, приведенным Дэвидом Харви, в период приватизации 1%, наиболее состоятельных людей удвоили свою долю в национальном доходе с 6,5% до целых 13%. Похожие процессы охватили весь капиталистический мир. В США началась неолиберальная рейгономика, приведшая к банкротству Нью-Йорка, о котором мы рассказывали в предыдущем ролике, и банкротству ряда других городов. В Японии проводилась политика накопления капитала через повышение экспортных рынков и поощрение иностранных инвестиций, которая вела к снижению уровня жизни трудящихся и повышение благосостояния верхушки общества. Подобную модель начали повторять так называемая банда четырех или азиатские тигры. Это Южная Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Позже к ним присоединятся Таиланд, Малайзия, Индонезия и Филиппины. Неолиберальные преобразования, проводимые в Мексике, закончились так называемым текила-кризисом, который распространился разрушительными последствиями на Бразилию и Аргентину, а также Филиппины, Таиланд и Польшу. Затем последовала вторая волна финансовых кризисов в 1997 году. По совету МВФ азиатские тигры открыли внутренние рынки для перемещения краткосрочного капитала, что в краткосрочном периоде улучшило их положение, однако в дальнейшем только привело к кризису. По мере развития кризиса росла безработица, ВВП падал, банки закрывались. Уровень безработицы в Корее вырос в 4 раза, в Таиланде втрое, в Индонезии в 10 раз. В Южной Корее уровень бедности в городах вырос втрое, почти четверть населения оказалась за чертой бедности, а ВВП снизился на 6,7%. В Индонезии число граждан, живущих в нищете, удвоилось, ВВП снизился на 13,1%. Конечно же, стоит отметить, что все проблемы затронули так называемый средний класс, едва затронув правящие круги. В ответ на падение неолиберальных экономик, МВФ и Министерство финансов США обвинили страны в избыточном вмешательстве государства в экономику и коррупции между государствами и бизнесом, игнорируя тот факт, что сама система является этим ключевым связывающим звеном этой коррупции. Обвинения же в избыточном вмешательстве вообще оказались смешны, если учесть, что страны, которые не провели полную либерализацию экономики, такие как Сингапур, Тайвань и Китай, пострадали гораздо меньше стран, которые их провели, то есть Индонезия, Малайзия и Филиппины. Добавим к этому и факт, что Малайзия, проигнорировавшая советы МВФ, быстрее всех восстановилась после кризиса.
Также поступила и Южная Корея, проигнорировав советы по промышленному и финансовому реструктурированию. Подробнее об этих и других преступлениях неолиберализма можно прочитать в книге Дэвида Харви «Краткая история неолиберализма». На примере нами описанными странами хорошо видна несостоятельность данной политики. Но, вернувшись к первоначальному вопросу, можно спросить, что же роднит нас с данной неолиберальной политикой? На самом деле, намного больше, чем хотелось бы. Свою же славную историю неолиберальных преобразований имеет и Кыргызстан. После распада СССР на территории бывших союзных республик начинает проводиться шоковая терапия, в скорости проведения которой Кыргызстан имел наиболее заметные успехи среди постсоветских стран. В этой оптике принятый 30 апреля пакет мер является все тем же набором реформ, которые уже проводились и в 90-х, и в 2000-х годах. Так, в нашей истории уже были реализованы следующие меры. Поощрение развития частного сектора, 1994 год. Прицел на бездефицитный бюджет и равновесный платежный баланс, 1994 год. Легализация теневого сектора экономики, 2001 год. Развитие сектора малого предпринимательства, 2001 год. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, 1994 год. Провести селективный отбор государственных убыточных и неплатежеспособных предприятий для дальнейшей их санации и реорганизации. Ввести практику процедур банкротства. 1994 год. Снижение ставки налога на прибыль до 20%, а затем и до 10%. И снижение налогов с 16% до 8%. 2001 год и 2008 год соответственно. Реформирование системы социального страхования, в том числе и пенсионного обеспечения, 1996 год. И далее переход на накопительную пенсионную систему, это 2010 год. А из совсем недавних неолиберальных реформ стоит отметить такие реформы, как передача на аутсорс управления бюджетом страны французской компании, квазинационализация Кумтора, ликвидация антикоррупционного отдела ГКНБ, снижение госаппарата на 30%, а также приложение президента после встречи с бизнес-сообществом для облегчения работы предпринимателям и закручивания гаек простым рабочим. Этот людоедский документ из 35 рекомендаций, прикрывающийся защитой предпринимателей, является ничем иным, как самым мерзким доказательством неолиберальности властей. Сам же документ можно долго рассматривать, но мы сегодня не за этим собрались, поэтому желающие могут ознакомиться с ним по ссылке ниже, а мы продолжим. Продажа государственной собственности является также одним из ключевых символов неолиберализации. Сюда также можно добавить недавнюю новость о продаже 32 госкомпаний, в числе которых Альфа-Телеком, Гарантийный фонд, Керемет-банк и Евразийский сберегательный банк, что только сильнее подтверждает неолиберальную позицию властей и их желание упрочить влияние правящего класса над рабочими, что уже случилось в 90-х и происходит опять, сильнее закручивая гайки. Зная результаты данной политики из истории, мы можем прекрасно проследить, к чему приведут эти преобразования. Но глянем немного на историю. Как же неолиберализм принимался в нашей стране? Итогом первых преобразований стала отмена бесплатного высшего образования и превращение его в товар, приватизация, а затем уничтожение промышленных комплексов и заводов, коммерциализация здравоохранения, осаждение частной медицины, деградация сельского хозяйства, увеличение импорта сельскохозяйственной продукции, финансовая нестабильность, деградация окружающей среды и увеличение неравенства. Были реализованы многочисленные программы по изменению структуры экономики, самой известной из которых была программа ПЕСАК, проект приватизации и кредит на корректировку сектора предприятий. Помогали же все это удерживать на плаву многочисленные кредиты от МВФ и так называемые международные признания. Неолиберальная идеология сводит идею свободы только к свободе предпринимательства, оставляя за бортом огромное пласты людей и, самое важное, рабочий класс. Пропагандируя идею свободного рынка, он забирает у них базовые человеческие права, такие как доступная медицина и образование для всех,
социальные гарантии, права, за которые рабочие боролись весь 20 век. Неолиберализм, он обеспечивает свободы и права тех, чей доход и свободное время и безопасность не нуждаются в защите. Так вот, оставляя всем только крохи. В ситуации с Кыргызстаном можно увидеть, как многие нынешние реформы, которые продвигаются как современные и прогрессивные, уже были испробованы на других странах, для которых последствия оказались настолько плохими, что они начали оправляться от них только к 21 веку, что не останавливает любителей рыночка продвигать свои людоедские идеи. И все же остается вопрос, так как же поменять ситуацию? Первонаперво нужно знать, что другой путь есть. И несмотря на мощное сопротивление, оказываемое ему со стороны неолиберальных лоббистов, которые не испытывают проблем с недостатком средств на пропаганду, подкуп или даже на прямую военную агрессию, этим зеленым росткам здоровых экономических принципов удается пробиться через асфальт. Тем более, что с каждым годом этих примеров становится все больше и больше. И по всей планете, что в первом, что в третьем мире, вспыхивают очаги сопротивления неолиберализму. Разумеется, речь идет о левом пути, подразумевающем опору на собственные силы и устойчивое развитие, снижение уровня экономического неравенства и проведение политики в интересах рабочего класса и трудящихся масс. Выбор путей экономических и политических преобразований должен быть подлинно демократическим, а не опираться на узкую группу экспертов и политиков, которые под шумок протаскивают людоедские законы. По нашему мнению, действительно новая экономическая политика должна включать в себя прекращение либерализации экономики и усиление роли государства, ликвидация безработицы путем создания государственных предприятий, государственная поддержка кооперации и рабочей самоорганизации, усиление роли профсоюзного движения, прекращение помощи бизнесу и помощь всем категориям граждан, ввести прогрессивную шкалу налогообложения, включение граждан в процесс принятия решений и демократизация государства. On your high horse and you're off to the races. I look at the world on a case-by-case basis. When people are suffering, I roll up my sleeves and do what I can to cure our disease. The future's uncertain, our outlooks are frail. That's why free markets are so prone to fail. In a volatile world, we need more discretion, so state intervention can counter depression. В последние годы тема сопротивления неолиберализму становится по-настоящему массовой и международной. На родине неолиберализма в США набирают силу левые кейнсианские течения, утверждающие, что государство должно вернуться к жестким принципам регулирования экономики и перераспределения ресурсов в пользу неимущих частей населения. Причем представляют его не только обычные рабочие, но и интеллектуальная элита, нобелевские лауреаты и ученые. Несмотря на гигантское давление, целые страны ухитряются повернуть вспять неолиберальное преобразование. За последние 14 лет Боливия превратилась из самой отсталой страны Южной Америки в весьма преуспевающее государство, продемонстрировав силу левых социалистических идей. И что немаловажно, она сделала это на глазах у всего мира, несмотря на большое сопротивление соседей и глобальных держав, исторически настроенных против стран, проводящих социалистические реформы. Причем проследить то, за счет чего был достигнут такой качественный скачок, совсем несложно. В отличие от классических либеральных примеров модернизации, вроде окутанного мифами и легендами Сингапура, являющимся счастливым исключением из сотен примеров поражения рецептов правой модернизации. И чем больше стран будут становиться на этот путь, тем свободнее будет дышать обычный человек. Пора встать на этот путь и в Кыргызстане. Ну что ж, я вам все рассказал. Встретимся на кружке или лично. Арды көлкілерінің пролетарлары берік келе.